Спотхем, иммуноферментный анализатор, коагалометр, джетейн. Для большинства людей эти слова звучат непонятно и даже загадочно. Однако для специалистов лабораторной диагностики это привычные рабочие инструменты. Именно с их помощью профессионалы ежедневно выполняют работу исключительной важности. От точности их исследований зависит корректность диагнозов, эффективность лечения и, в конечном счете, жизни пациентов. Объединенная диагностическая лаборатория Интинской центральной районной больницы включает 8 специализированных отделов: биохимический, гематологический, химико-микроскопический, ВИЧ-диагностики, микробиологии, коагулологии, иммунологии, экстренной службы. Работу подразделения осуществляет команда из 17 высококвалифицированных специалистов, в числе которых биолог, врачи-лаборанты, медицинские лабораторные техники, фельдшеры-лаборанты. На протяжении 7 лет лабораторную службу успешно возглавляет Ольга Владимировна Чужмарова, блестящий врач и опытный руководитель, создающий благоприятную рабочую атмосферу. Она находит время и на выстраивание четкой работы лаборатории, и на поддержку молодых специалистов. Для себя Ольга Владимировна выбрала 2 источника гармонии – йогу, которая помогает сохранять внутренний баланс, и зимние прогулки на лыжах. Один из ключевых факторов успеха работы объединенной диагностической лаборатории – слаженная деятельность ее трудового коллектива. Возрастной диапазон сотрудников от 28 до 72 лет создает уникальный профессиональный баланс. Мудрость, опыт и терпение старших коллег гармонично сочетаются с энтузиазмом и позитивным настроем молодых специалистов. 3, 21, 19, 18, 42. Так, Бронислав, мы остановились на 85-74. Так, 80. В какой я продиктовал? 18. 18, сейчас скажу. 42, это у нас получается 4, это у нас 79, 73. Дальше, да, 79, 73, 73, да, 42. Да, хорошо. 42? Угу. Следующий 80, 74. К молодому поколению сотрудников относится Бронислав Канев, интинец, выпускник гимназии номер 3. После получения профильного образования специалист демонстрирует высокий уровень профессионализма в работе лаборатории, проявляющийся в скрупулезном подходе к выполнению задач и внимании к деталям. В объединенной диагностической лаборатории я работаю почти 3 года. Учился в Сыктывкарском медицинском колледже имени Ивана Павловича Морозова. Коллектив принял меня хорошо, добродушно, всегда помогает мне. Работа иду как на праздник. Диагностическая лаборатория города больше, чем рабочее объединение. Это единый организм, сплоченный общей миссией приносить пользу. Здесь трудятся не только коренные интинцы, но и те, кто однажды открыл для себя очарование нашего приполярного городка, полюбил его всем сердцем и решил остаться здесь навсегда. Я окончила Ишкаролинский медицинский колледж в 93-м году. Проработала там 4 года в Республике Мария. Потом вышла замуж в 97 году и приехала в НТО. И вот с 97 года я работаю в НТО, в лаборатории. Когда я приехала в НТО, я, конечно, была поражена, какие здесь доброжелательные люди. Приняли, конечно, с распростертыми объятиями. Мне очень понравилось здесь. За столько лет очень многое изменилось. Появились уже такие агрегатики у нас большие, анализаторы. Когда мы начинали, конечно, было все не так. Все было проще, и все делали руками. А сейчас уже за нас делают машину, но тем не менее ими нужно управлять. Качественная работа в области лабораторной диагностики требует от специалистов непрерывного профессионального развития и регулярного обновления знаний. Наша работа требует, что квалификацию нужно все время повышать и учиться чему-то новому постоянно. Проходим цикл обучения. И повышаем категорию, у меня высшая категория. Тоже каждые 5 лет нужно подтверждать.
Специалисты диагностической лаборатории демонстрируют глубокую преданность своему профессиональному долгу. Любовь Дмитриевна Коробкина, врач-лаборант, посвятила работе более 44 лет. Рядом с ней уже 41 год трудятся фельдшер-лаборанты Галина Ивановна Машинкина и Надежда Константиновна Ладягина. Их самоотверженная работа, как и деятельность всего коллектива, сопряжена с высокой степенью ответственности и требует постоянной самоотдачи. Лаборатория функционирует в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, обеспечивая проведение срочных исследований в рамках дежурств. Кроме того, любой биологический материал может представлять опасность для сотрудников, проводящих исследования, что требует внимательного соблюдения правил обращения с биоматериалами и профессионализма на каждом этапе работы. 15 апреля в России и многих странах отмечается Международный день специалиста по лабораторной диагностике. Эта дата – прекрасный повод искренне поблагодарить профессионалов, чей кропотливый труд зачастую остается незаметным для пациентов, но определяет успех лечения. Я работаю врачом спортивной медицины. И наша работа напрямую связана с работой лабораторной диагностики. Работают они быстро, качественно, своевременно и помогают, скажем так, выявить какие-то отклонения в состоянии здоровья, но на самом раннем этапе обследования ребенка. Хочу поздравить всех своих коллег лабораторной диагностики, врачей, лаборантов, потому что, согласно, да, их работа очень невидимая, но очень важная. И пожелать им зорких глаз, точных микроскопов, отсутствия ложноположительных и ложноотрицательных результатов, и наличие, наверное, всегда всех реактивов под рукой, чтобы в семье у них было здоровье, счастье, и на работе их ценили, любили. Уважаемые коллеги диагностической лаборатории, мы от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Мы очень рады, что вы всегда приходите нам на помощь. Лабораторная диагностика – это из самых главных звеньев нашей медицинской организации. Мы всегда опираемся на ваш профессионализм, на вашу точность в диагностике. И всегда рады сотрудничеству, потому что вы одно из самых главных звеньев нашей медицинской организации. Работу нашей лаборатории мы всегда оцениваем только на отлично. Мы всегда полагаемся на их оперативность, на качество исполнения анализов, на быстроту. В общем, клиницистам без лабораторной диагностики никуда. Мы хотим все врачи, медсестры, акушерки, все мы хотим пожелать нашим коллегам бодрости духа, неугасаемого пыла к жизни и вообще работоспособности. В общем, всегда хорошего настроения, большой зарплаты. В Республике Коми хотят изменить правила общения с бездомными животными, защитив жителей от нападок агрессивных собак. Сейчас правила такие. Собаку ловят, лечат, делают так, чтобы у нее не было щенков, выпускают обратно. Но это не всегда помогает. Собаки все равно сбиваются в большие стаи и пугают людей. За последний год от укусов пострадало больше 1200 человек, в том числе и детей. Чтобы всем было спокойнее ходить по улицам, депутаты Совета Ухты предложили изменить республиканский закон о правилах обращения с бездомными животными. Среди главных пунктов вводятся новые понятия: пункт временного содержания животных и режим особой опасности, когда собаки становятся очень агрессивными и стаями нападают на людей. В самых крайних случаях собак будут усыплять, но самым гуманным способом. Депутаты Инты поддержали законодательную инициативу коллег. Тема регулирования численности бездомных животных всегда воспринимается очень остро, но закрывать глаза на существующую проблему не выходит. Наши коллеги, депутаты Ухты, отправляют в Госсовет выверенный законопроект о бездомных животных. Законопроект вводит понятие пунктов временного содержания животных. Не приюты, но могут создаваться при них. И экстраординарных ситуациях, когда есть прямая угроза людям. Прописаны четкие основания для усыпления, опасные болезни, подтвержденные нападения на людей, немотивированная агрессия. Решение принимает комиссия с участием ветеринара, усыпление гуманитарными методами. Депутаты Интинского совета полностью поддерживают коллег из Ухты. К нам тоже неоднократно обращались жители с просьбой решить проблему с бродячими агрессивными животными. И в повестке заседания совета мы также будем рассматривать подобные предложения.
Авторы законодательной инициативы утверждают, что если есть хоть какой-то шанс помочь животному, его обязательно используют. Важно понимать, что такой закон нужен для безопасности жителей Коми. А в случае с агрессивными собаками выбор всегда стоит между жизнью людей и этими собаками. И без законодательной поддержки люди остаются в незащищенной позиции. В администрации округа прошло внеочередное заседание общественной комиссии проекта формирования комфортной городской среды. На нем специалисты обсудили внесение изменений в локально-сметный расчет и дизайн проекта благоустройства общественной территории между домом номер 23 по улице Горького и площадью Ленина. Со второй половины февраля размещались электронные аукционы на выполнение работ. Они не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в процедуре. Как объяснили специалисты, расценки на выполнение работ по благоустройству значительно увеличились, и, соответственно, не нашлось желающих брать данный объект и работать себе в убыток. В начале апреля в адрес председателя правительства Республики Коми, заместителя председателя правительства Республики Коми, а также исполняющего обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми направлено письмо с предложением рассмотреть вариант выполнения благоустройства данной территории в 2 этапа. Оно одобрено, и в соответствии с этим сейчас вносятся изменения. Согласно новому локально-сметному расчету и дизайн-проекту, в этом году планируется уложить плиткой тротуар у здания почты и тротуар с другой стороны площади у качелей. Также запланировано выложить плиткой площадку под сцену. Установка мачт освещения по периметру площади, урн и скамеек также вошли в проект благоустройства. Присутствующими членами комиссии данные изменения приняты единогласно. Каждый понимает, что ситуация с экономикой сейчас сложная, но необходимо по возможности даже небольшими территориями продолжать благоустраивать город. В 2026 году в Республике Коми, включая муниципальный округ Инта, проводятся комплексные кадастровые работы федерального значения. Эти работы направлены на уточнение границ земельных участков и объектов капитального строительства, устранение реестровых ошибок и повышение точности кадастрового учета. Комплексные кадастровые работы выполняются в период с 1 января по 31 декабря 2026 года. Комплексные кадастровые работы – это проведение кадастровых работ в отношении всех земельных участков, зданий, сооружений в отношении кадастрового квартала. Перечень кадастровых кварталов, в отношении которых в 2026 году будут проведены комплексные кадастровые работы на территории муниципального округа Инта, размещен на официальном сайте муниципального округа Инта, на сайте Росреестра, на информационном стенде в здании администрации. Комплексные кадастровые работы важны для экономики региона, так как они позволяют сформировать точную налоговую базу. Для граждан комплексные кадастровые работы – это экономия денежных средств и времени на оформление своих прав на объекты недвижимости, а также это способ избежать земельных споров с соседями. В отличие от обычных кадастровых работ, комплексные кадастровые работы инициируются и финансируются государством. С 2025 года исполнителем комплексных кадастровых работ федерального значения является публично-правовая компания «Роскадастр». О начале проведения комплексных кадастровых работ собственники объектов недвижимости узнают из извещения, которое направляется им посредством портала госуслуги. Тут важно отметить, что извещение о начале комплексных кадастровых работ не направляется посредством мессенджеров или соцсетей, не содержит ссылки на сторонние сайты, а также запросы паролей или требований об оплате. Если вам поступило такое сообщение, то это действие мошенников. Если права на объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а на руках у вас есть правоустанавливающие документы, то их необходимо предоставить кадастровому инженеру. А еще лучше обратиться в управление Росреестра для регистрации ранее возникшего права собственности. Это ваша гарантия юридической безопасности прав. В рамках проведения комплексных кадастровых работ согласительная комиссия согласовывает уточненное местоположение границ земельных участков, а заказчик работ утверждает карту-план территории. После этого она направляется в Росреестр, и уточненные сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. На этапе согласования уточненных границ собственникам необходимо ознакомиться с проектом карты плана и согласовать его. В случае возникших возражений необходимо подать их в письменном виде в согласительную комиссию, сведения которой публикуются на официальном сайте муниципального округа Инта.
Подробнее о комплексных кадастровых работах можно узнать в отделе земельных отношений и градостроительства Агентства по управлению муниципальным имуществом по адресу город Инта, улица Горького, дом 16, кабинет 308 и 309. Телефон 6 68 10 6 28 81. Дни приема: среда с 13 до 16 часов, пятница с 9 до 12 часов. В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия с представителями Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты. О том, куда и за какой помощью можно обратиться в трудной жизненной ситуации, рассказали специалисты учреждения. По закону о государственной социальной помощи жизненно трудной считается ситуация, которая нарушает привычный уклад. Человек не может справиться с ней без поддержки. Это потеря работы и стабильного дохода, тяжелая болезнь или инвалидность, смерть кормильца, пожар, затопление или иные чрезвычайные ситуации, домашнее насилие и необходимость срочно покинуть дом, чтобы скрыться от агрессора, ситуация, когда один родитель остается с ребенком на руках, уход за тяжелобольным родственником, отсутствие жилья или угроза его потери. Минтруд утвердил базовый перечень таких обстоятельств. Его используют при оформлении соцконтрактов, соглашений между гражданином и государством, по которому человек получает деньги или поддержку взамен на конкретные действия: найти работу, пройти обучение, открыть дело или улучшить условия жизни. Бесплатная юридическая помощь в нашем учреждении, она оказывается в рамках деятельности нашего учреждения, да, то есть это не то понятие бесплатной юридической помощи, когда вы можете подойти в социальную защиту и, например, оформить договор дарения, купли-продажи, да, она оказывается всем тем гражданам, которые имеют право получать услуги на территории нашего города, на территории Российской Федерации, которые относятся к компетенции Центра социальной защиты населения. Вот, то есть как бы любой отдел нашего учреждения, он может вас принять, дать консультацию в случае, если вопрос не относится к деятельности нашего Центра социальной защиты населения, либо к деятельности Министерства труда и социальной защиты населения, да, Республики Коми, то, соответственно, мы можем направить человека, гражданина, объяснить ему, куда необходимо обратиться. Если мы не можем определиться, да, кому компетентному, какому органу, либо организации обратиться с этим вопросом, то мы, конечно же, пытаемся выяснить и в любом случае человека перенаправить. Как бы человек не уходит от нас без каких-либо разъяснений, пояснений по вопросу, с которым он обратился. Именно в пределах нашей компетенции, нашего учреждения, потому что многие звонят и задают вопросы абсолютно от нас разные. Вот, как правильно Кристина Валерьевна сказала, оформить договор купли-продажи, составить исковое заявление, да, и многое другое. И нет понимания у людей, что у нас нет ни полномочий таких, да, то есть это не входит в рамки работы нашего учреждения. И, в принципе, любой житель нашего города может позвонить в любой отдел нашего учреждения и получить консультацию, относящуюся к какому-либо вопросу, или будет перенаправлен в другой отдел, кому это относится. То есть никому мы не отказываем, всех мы консультируем. Если это относится к нашей работе, то мы консультируем по нашей работе. Если это относится к работе другого учреждения, то мы подсказываем номера телефонов, да, адреса и куда к кому можно обратиться за получением, опять же, такой услуги. То есть в любом случае мы людей никогда, да, там никуда-то не оставляем без ответа или без внимания, всегда мы оказываем консультативную помощь. Но составлением именно вот юридических документов в понимании граждан, да, это действительно, что задают вопрос, ну вы же учреждение социальной защиты, значит вы должны заниматься всем, да, и оказывать любую юридическую помощь. То хочется сказать, что нет, это не так, потому что у нас нет таких полномочий. Специалисты напоминают, что граждане не обязаны быть официально малоимущими или многодетными, чтобы просить помощи. Достаточно того, что вы оказались в беде. Это уже основание для обращения в органы соцзащиты. У нас не идет речь о какой-то определенной категории, это может быть любой житель нашего города, вне зависимости, это инвалид, ветеран труда, это пенсионер или это кто-то молодой человек какой-то. У нас такого нет, к нам обращаются абсолютно все граждане.
В любом случае мы направим и подскажем. То есть всегда на связи с органами нашего города, вот, со специалистами какими-то необходимо. То есть можем помощь где-то оказать, записаться сразу, да, на прием к кому-то. Поэтому главное, чтобы граждане приходили с правильно сформулированными мыслями, да, и говорили правильно о том, чего они хотят. Потому что не всегда, может, и граждане понимают, они как они своим, да, языком каким-то выражаются, и нужно все-таки немножко какое-то четкое понимание, чтобы не было такого, какой-то испорченный телефон, что пришли, объяснили конкретику, а не общие какие-то, да, что вроде бы, как бы где-то там, чтобы мы тоже не было потом такого, что мы направили, а оказалось это не тот вопрос. И потом также, да, отзывались потом о нашей службе, в нашем учреждении плохо, что мы неправильно консультируем. То есть это тоже нужно какое-то понимание иметь, с каким вопросом вы идете, что как конкретную цель, какую вы преследуете. Обращение каждого интинца рассматривается работниками центра в режиме реального времени. Вас проконсультируют, помогут при необходимости и по возможности или переадресуют на специалиста, отвечающего за решение конкретной задачи. Все, что касается каких-то социальных выплат, это субсидии, да, там, пособия, малоимущие граждане, все, что связано с какими-то денежными историями, то, конечно, лучше звонить в профильные отделы, это 32371 или 31212. Все, что касается оказания услуг населению, да, то есть это вот социальное обслуживание, да, сиделочки, социальные работники, там, оформление документов и выход на дом, это все 31469 или 31925. В любом случае, если вопрос не по адресу, то мы перенаправим в профильный отдел. По любым имеющимся вопросам можно обращаться в Центр социальной защиты населения по адресу Куратова, 66, либо по телефонам 31925 и 31469. В 2026 году по всему миру в 23-й раз пройдет тотальный диктант. Его добровольно пишут несколько сотен тысяч человек ежегодно, а в 2025 году число участников почти достигло 1,5 миллиона. Тотальный диктант – это массовый диктант для всех желающих, некоммерческий проект, который устраивают одни любители, почитатели и носители русского языка для других. Тотальный диктант – это просветительская акция. Вообще тотальному диктанту в этом году, он с 2004 года существует, это уже 22-й год тотальному диктанту в общем и целом. В ИНТЕ тотальный диктант первый раз прошел в 2015 году. Была организована площадка, и на площадке Центральной библиотеки впервые написали тотальный диктант жители нашего города. С тех пор эта акция в ИНТЕ стала традиционной. Каждый год библиотека подключается к всероссийской, а сейчас это уже международная просветительская акция «Тотальный диктант» и участвует в написании тотального диктанта. И тогда же сложилась команда, которая обеспечивает проведение тотального диктанта в ИНТЕ. Диктатор наш постоянный Ольга Витальевна Захватова. Это преподаватель русского языка и литературы в лицее номер 1. Вот. Ольга Анатольевна Загорская – это наш главный библиотекарь. Она один из координаторов. И в этом году координатор сменился. До этого Юлия Олеговна Михалевич была координатором. Теперь координатором тотального диктанта в ИНТЕ являюсь я, Тронина Ирина Николаевна, главный библиограф Центральной библиотеки. Принять участие в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от пола, возраста, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и политических взглядов. Это акция для всех любителей русского языка. Регистрация на тотальный диктант 2026 открылась 8 апреля. Акция пройдет 18 апреля 2026 года. Зарегистрироваться на очной площадке можно на официальном сайте проекта в разделе «Площадки». Для тех, кто не может прийти, существует форма онлайн написания диктанта.
Для этого надо зарегистрироваться на сайте. Вообще на сайте тотального диктанта в любом случае надо зарегистрироваться, но если вы пишете диктант вживую, зарегистрироваться можно уже после написания самого диктанта. Это надо сделать для того, чтобы узнать свою оценку. Поскольку в открытом доступе оценки работ не публикуются. Цель тотального диктанта не оценить как-то и на всеобщее обозрение выставить грамотность, а привлечь внимание к русскому языку, показать, что это не только трудно, но это интересно, популяризировать русский язык и грамотность среди населения. Поэтому оценки только в личном кабинете и только для того, кто написал. Для диктанта каждый год создают уникальный текст. Делают это приглашенные авторы, профессиональные писатели. В разные годы авторами выступали Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Марина Степнова и другие. Текст тотального диктанта, который пишут участники акции, это не адаптированный текст. Это не те тексты, которые пишут школьники в школах, где не существует практически вариативности в написании, в орфографии, в пунктуации. Для тотального диктанта каждый год текст создает какой-то известный автор. Кроме того, сам текст делится на 4 части. И в зависимости от того, в какой части страны находится площадка, пишется, значит, часть этого текста. Дальний Восток пишет первую часть текста, Сибирь пишет вторую часть текста, европейская часть пишет третью часть текста, а Северная и Южная Америка пишут 4-ю часть текста. Но еще раз повторю, это один единый текст, который создается специально для тотального диктанта. В этом году автором тотального диктанта был выбран российский писатель Алексей Варламов, ректор Литературного института имени Горького и лауреат премии «Большая книга». Текст тотального диктанта 2026 уже готов. Алексей Варламов посвятил его детству поэта Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениям с родителями. Для тех, кто хочет подготовиться как-то к тотальному диктанту, я предлагаю присоединиться к нашей группе ВКонтакте «Тотальный диктант» в городе Инте, либо к группе ВКонтакте «Тотального диктанта». Там каждый год заранее начинается подготовка к тотальному диктанту, публикуются интересные материалы, рассказывается о написании сложных слов, которые могут повстречаться в тотальном диктанте. Рассматриваются правила русского языка, орфографические, пунктуационные. Это большое подспорье. Чтобы не сомневаться в том, правильно или неправильно вы написали, вот можно попытаться подготовиться. Интинской площадкой для написания тотального диктанта является уже многие годы Центральная библиотека. 18 апреля в 2 часа дня на 2-м этаже в конференц-зале ждут всех желающих проверить свою грамотность и знание русского языка.